Когда мне сообщили эту новость, я была в шоке. Этот билет на президентскую елку – настоящее чудо для Азалии Шариповой. В свои 11 лет ее копилка успехов на зависть каждому. Ведущая Шаян ТВ, призер всероссийского конкурса по академическому вокалу и победитель джалиловских чтений. На встречу с президентом Азалия готовится заранее и на всякий случай повторяет сценарий. Она соведущая праздника. Над текстом тоже работаю, повторяю его. Чувство волнения тоже будет, ну вот я уже сказала. И до сих пор волнуюсь, вот глажу и волнуюсь. Теперь открой глазки. А это Коля из Челнов, пятиклассник с самым добрым сердцем. Уже несколько лет он эко-волонтер. Каждый год мальчик реализует проект «Птичья столовая». За это дипломы и награды. В этом году Николай Величко стал и добровольцем года. Самое будет сложное, это когда будет Пушкин падать. Он же падает так, он же не сразу падает. Парень успел сняться даже в Ералаше. Теперь же у него главная роль – Пушкин в Челнинском драм-кружке. Я отнес с очень радостной вестью, потому что республиканская елка – это что-то с чем-то. Потому что общение с президентом, также какое-то представление смотреть, это все очень интересно. История о добрых людях и поступках – вот главная тема президентской елки в этом году. Она 20-я, юбилейная и особенная из-за особенного года. Уже завтра 8 тысяч детей заполнят Ледовый дворец, но не все вместе. В этом году в целях безопасности ребят разделят на 3 смены. И, соответственно, вместо одной елки будет сразу 3 в 12, 15 и 18 часов. А перед началом представления всем детям выдадут защитные маски. Но традиция праздника не изменится. С новогодними поздравлениями к детям приедет Рустам Минниханов, а Дед Мороз раздаст сладкие подарки. Наталья Мезина, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, Игорь Романов, Александр Лобанов, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.